Российская администрация Крыма продолжает сносить самовольно возведенные домики крымских татар. В эту субботу в селе Чистенькое Симферопольского района поляну протеста крымских татар окружили ОМОНовцы. Все подробности в нашем материале. В 5 утра жителей массива Курбанкой разбудил странный шум. Массив оцепили около 40 ОМОНовцев. С помощью техники было снесено более 10 времянок. Капитальные строения и помещения, где живут люди, правоохранители не тронули. Нам удалось поговорить только с одним участником поляны протеста. Остальные были напуганы и комментировать ничего не захотели. Наш собеседник стоит на этом массиве с 2006 года. Построил времянку, жил здесь. Здесь живой участок был. Кровать, все было. Я уехал на работу, мне звонят, говорят, что участки ломают. Я уже подъезжал, и мне почти чуть ли, я вот уже на дороге был. Смотрю, как они на глазах мне сломали участок мой. На поляне протеста в Курбанкой вот уже 10 лет решений на получение земельного участка ждут более 200 человек. За это время здесь появилось несколько домов и даже мечеть. Люди отмечают, ранее на эти земли претендовало тепличное хозяйство «Советская Украина». Им руководит Павел Дьяченко. Хотят что сказать, чтобы ушли отсюда. Это не государственная территория, это частная земля. Но опять же, не частная земля, это еще при Украине, когда здесь только самозахват сделали. Получается, это Дьяченко, или как у него, кто теплицы держит. Документы переделал, не было на нем документа оформлено. Он задним числом сделал, и российский тоже задним числом, когда переоформлялся. Участники поляны протеста отмечают, несмотря ни на что, будут продолжать строить здесь свои дома. Делявер Фазылов, Эдем Сидалиев, Заман АТР.